Здравствуйте, Аслан Георгиевич. В начале нашей беседы хотела бы отметить, что здесь и сейчас это интервью мы записываем за пределами Республики Абхазия, если быть точнее, в городе Сочи. Для наших телезрителей хотелось бы услышать комментарии от вас, почему именно так, и, конечно же, вопрос, который волнует многих, как вы себя чувствуете? Да, мы в настоящее время находимся в городе Сочи. Я прохожу здесь курс реабилитации в санатории с 9 января, и на следующей неделе у меня этот курс совершается. Поэтому я вам признателен за то, что вы приехали сюда, в Сочи, и дали мне возможность записать мое интервью. Как вы себя чувствуете в настоящее время? Я себя чувствую удовлетворительно. Мне очень подходит климат и в Абхазии, и в Сочи. Поэтому тут налицо прогресс. Все у меня хорошо, все функции восстановлены. Осталось еще немного времени для того, чтобы окончательно прийти в очень хорошую спортивную форму. Ну, так, чтобы было понятно, если это интересно, у меня нагрузки такие. Это 5 километров быстрая ходьба, 1,5 километра у меня плавание и километр бег по гальке, по морской. И я эти нормативы сейчас выполняю. Чем мы, в свою очередь, не можем похвастаться, к большому сожалению. Аслан Георгиевич, Ну, я думаю, вы скромничаете. в нашей предварительной беседе вы отметили, что не будет никаких запретных тем, и вы готовы ответить на все вопросы, на все поставленные мной вопросы. Я очень надеюсь на ваши такие же открытые ответы, как и постараюсь задать вопросы свои. Конечно, никаких запретных тем быть не должно. Я, в свою очередь, постараюсь на все эти вопросы дать честный, искренний ответ. Представители оппозиции неоднократно осуждали события 2014 года. Заявляли о том, что будут действовать иными методами, а если быть точнее, в законном русле. После выборов, которые проходили в 2019 году, оппозиция обратилась в суд, и, казалось бы, ничто не предвещало январских событий. При этом ситуация резко обострилась. Скажите, пожалуйста, с чем это было связано? Можно ли было избежать захвата администрации президента, дождаться решения Верховного суда? Прокомментируйте, пожалуйста. События 2014 года и события 2020 года, они схожи в одном. Все это происходило в одном и том же месте, в комплексе правительственных зданий, и все это было направлено, скажем так, на главу государства. И в том случае, и в этом случае. Но есть вопросы, на которые я хотел бы ответить. Совершенно разная ситуация сложилась по сравнению с 2014 годом в 2020 году. Если в 2014 году легитимность и законность избрания экс-президента Анкваба ни у кого не вызывала сомнения, то в 2020 году легитимность и законность избрания Хаджимба – это вопрос, который неоднократно многими обсуждался, и так называемая его победа носила сомнительный характер, что впоследствии суд и подтвердил. Теперь я хотел бы обратить ваше внимание, коль скоро вы задали такой вопрос, я хотел бы обсудить с вами все детали. Есть некая схожесть, есть принципиальные различия. В чем суть этих принципиальных различий? Постараюсь вам сейчас объяснить. Суд решил, что Центральная избирательная комиссия, определив во втором туре в качестве победителя Хаджимба, это решение было судом отменено. Так? Так, это решение было отменено. Что из этого следует? Из этого следует, что экс-президент Хаджимба узурпировал власть. Он не имел на то законных полномочий. Это первое принципиальное различие с событиями 2014 года. Это первое. Второе. Есть ряд международных документов, есть Конституция Абхазии, в котором мы к этим международным документам присоединились. В них четко прописаны следующие вещи. Всеобщая декларация прав человека, которая была принята в 1948 году в декабре, Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, в преамбуле сказано, что если права человека не охраняются властью закона, то люди имеют право, как последний аргумент, на вооруженное восстание против тирании и узурпации. В статье 11 Конституции Республики Абхазия мы присоединились к этим документам.
с учетом того, что так называемая победа Хаджимба была сомнительной, люди имели право выразить свое возмущение. Следующее отличие. Если вы помните, в 2014 году, после событий 27 мая, был создан так называемый комитет, Национальный совет, в который вошли определенные люди. Здесь такой совет никто не создавал. Теперь по составу тех людей, кто пришел. Если в 2014 году это собрание или этот народный сход, как они его называли, организовывали определенные партии, то в 2020 году этого не было. Туда пришли люди, родственники которых были убиты. И люди потом к ним присоединились, люди, которые возмущались тем, что в стране у нас происходит. Поэтому проводить прямые параллели и называть эти явления одними и теми же словами – это неправильно. Такова моя точка зрения. В любом случае это плохо, так не должно было быть. И за это персональную и главную ответственность несет тот человек, который выводов не сделал. Если вы помните, был такой у нас вице-президент Габня, который заявил о том, что страна вошла в криминальный штопор с метастазами. И он не рекомендовал господину Хаджимбе идти на второй срок. Не имея никаких достижений в области государственного строительства, в области развития экономики и культуры, не имея никаких достижений, несмотря на то, что в стране продолжается экономический кризис, сложнейшая криминогенная ситуация, она ухудшилась. У нас всегда было сложно с этим. В последние годы ситуация ухудшилась. Несмотря на все это, господин Хаджимба принял решение баллотироваться и пошел на второй срок. Возможно, у него было личное соперничество с Александром Анкваб. Александру Анкваб не дали доработать. Он проработал 2 года и 7 месяцев. И, наверное, вы помните, и наши телезрители помнят, в чем его обвиняли. В каких только грехах его не обвиняли и господин Хаджимба, и те люди, которые его провели, те партии, которые его поддерживали. Но после этого никто не был привлечен к ответственности. Это прием политический, который насаждался на протяжении многих лет. Это настоящая дискредитация и клевета. Это то, что в арсенале экс-президента Хаджимба было в первом плане. Что случилось? Пошел на вторые выборы, дали возможность доработать 5 лет. И чем это все закончилось? Не дождавшись решения суда окончательного, да, объявляется в стране инаугурация, и 9 января наступает развязка в течение 90 дней. Надо было так поступать? Не нужно было так поступать. Мало ли что закон позволял ему идти на второй срок. Надо было посмотреть, отчитаться перед гражданами за ту работу, которая была сделана, или за ту работу, которая не была сделана. Этого же не было. Я наблюдал из больницы за выборами, которые прошли в 2019 году, за дебатами, которые. Мне очень было больно видеть, о чем говорили кандидаты в президенты. Никто не говорил предметные вещи, никто не обозначил ряд ключевых проблем, что в стране происходит. Есть такой замечательный документ, подготовлен Центром стратегических исследований, аналитическая справка о состоянии дел в национальной экономике. Там все написано, там вот эти достижения все приведены, как у нас обстоят дела с безработицей, государственный бюджет, средняя заработная плата, ВВП. Любое явление можно выразить цифрами. Государственный механизм, состояние государственных дел тоже можно выразить цифрами. Этим занимаются профессиональные люди. Они подготовили соответствующий документ. Вместо того, чтобы прислушаться к этому документу, вместо того, чтобы изучить этот документ и сделать правильные выводы, какое решение было принято? Эти люди были отправлены в отставку. А там эти цифры подтверждаются Госстатом. Это не с потолка взятые цифры. Я думаю, что реальная картина еще хуже. В контексте национальной безопасности эти цифры приводятся. И то есть наши государственные институты на стадии разрушения, и государства в том числе. Поэтому проводить аналогии и прямую параллель между событиями
2014 года и 2020 года – это неправильно. Очень много разговоров, связанных именно с организацией последних событий. Многие говорят о том, что это была молодежная революция, многие приписывают событиям оппозиционным блокам. Когда вы узнали о том, что люди собираются митинговать на площади у администрации президента? Когда вы услышали об этом, ваш приезд в Абхазию, он был непосредственно связан с этими событиями или он был заблаговременно запланирован? Я проходил курс реабилитации с октября по декабрь в Москве. Мне было рекомендовано продолжить реабилитацию в Сочи. В связи с тем, что на новогодние праздники в санатории мест не было, первые свободные дни это было с 9 января. У меня есть санаторная книжка, в котором написано, что я с 9 января по 29 января должен проходить реабилитацию в Сочи. 9 я вылетел из Москвы в Сочи. Понятно, я знал о том, что 9 числа был назначен суд, я это знал. О том, что собираются люди, родственники погибших, я этого не знал. Когда я приземлился, мне писали, я уже знал о тех событиях, которые происходят, и, конечно же, я не мог остаться безучастным. Я поехал в Сухум, я приехал туда примерно к 18 часам, к 18:30. И как раз вот после моего приезда, там, в течение часа-полутора, было принято обращение к экс-президенту Хаджимба с тем, чтобы он, значит, с учетом той ситуации, которая сложилась, он сложил свои полномочия. Вот подтекст этих событий, вот все, что мне известно. Те, которые митинговали, в основном это были родственники убитых, и там было, говорят, большое количество молодежи. Но опять-таки такие события, когда они имеют динамику развития, очень много людей подтягивается, самых разных, что в нашем случае и произошло. По-разному называют январские события. Как я выше упомянула, чаще всего тиражируется это названием молодежной революции. Вот скажите, пожалуйста, было ли в самом деле это молодежной инициативой? И как вы считаете, настала ли пора, точнее эра молодежного правительства? Настала эра профессионального и честного правительства. Она никуда и не уходила, потребность в этом осталась. Так же, как возраст сам по себе ничего не дает, управлять должны люди, которые знают, как это делать, и желательно, чтобы у них еще была совесть, и чтобы они были на руку чисты. Вот такое правительство нам нужно. Само по себе молодежное правительство или правительство людей среднего возраста или преклонного, я не знаю, что это такое. Другое дело, сочетание молодости и опыта, в хорошем смысле этого слова, это правильно. У нас в стране кризис, глубокий кризис. У нас государственные институты очень слабы. Они в последнее время разваливались по разным причинам. Неважно, люди не умеют управлять, не знают как, или не хотят, потому что им выгодно, чтобы была такая ситуация, которая им позволяет воровать безбожно, обогащаться, неважно по каким мотивам. Мы на грани развала нашего государства. И если есть люди молодые, которые знают, как строить государство, а многие чиновники наши не знают, что такое государство вообще, на этот термин не могут дать определение, не знают, что такое право, у нас есть такие руководители, не знают, что такое закон, у нас они есть, их большинство, они этого не знают, а просто желание чем-то управлять, это уйдет в прошлое, это уже было, этого хватит. Пусть учатся. И растут поэтапно, учатся каждый день. Вот тогда будут в правительстве и молодые, и их эра настанет. Конечно, их эра настанет когда-то, если они будут подготовлены люди. Сразу после событий в нашем обществе бурно обсуждались ряд интервью представителей оппозиции грузинским СМИ по поводу ситуации, сложившейся в Республике Абхазия. Вы высказывались за диалог с грузинской стороной. Расскажите подробнее, о каком конкретно диалоге идет речь, как вы это себе представляете. И следующий вопрос. Женевские дискуссии не являются ли достаточным для переговорного процесса? Ладно, я зачитаю некоторые цитаты из интервью Владислава Ардзенба государственному телевидению Грузии. Это было в 1999 году, в августе месяце. Несколько цитат.
Я верю в то, что Грузия и Абхазия будут нормально развиваться. И наступит момент, когда мы сможем протянуть руки друг к другу, нормально беседовать. Я хочу в это верить. Я никогда не видел в грузинском народе образ врага. Нам надо сесть вместе и доработать то, что недоработано, и попробовать договориться. Я всегда готов к встрече с руководством Грузии, имеется в виду. Я хотел бы обратить внимание телезрителей на эти слова. Это наказ тем, кто занимается политикой в Абхазии. Политикам. Это наказ, как выстраивать отношения, в том числе с Республикой Грузия. Мне позвонили на телефон и представились. Сказали, что они представляют грузинское какое-то издание. Готов ли я дать интервью? Конечно, готов. Я не намерен обсуждать ни с кем вопросы независимости Абхазии, его суверенитета, территориальной целостности. Этот вопрос решен раз и навсегда. Но мы, для тех, кто не знает географию, а может быть такие есть, или делают вид, что не знают, напомню людям, что они наши соседи. Через реку Ингур находится грузинское государство. И у нас очень много с ними разных контактов. Мы имеем экономические контакты с ними. Это Ингур-ГЭС. Хотел бы обратить ваше внимание на следующее. По данным Министерства сельского хозяйства и Государственного таможенного комитета, мы в год примерно заготавливаем 10 тысяч тонн ореха. По данным того же Государственного таможенного комитета, экспортируем в Россию до 1 тысячи тонн. 9 тысяч тонн уходит в Грузию. И на этом обогащаются несколько чиновников. Это они проплачивают политиков и журналистов, которые поднимают вой по этому вопросу. Надо нам этот вопрос решать. Или на границе наши орехи улетают в космос, или они оказываются на территории Грузии. Имеет с этого государство что-то или нет? Не имеет. Государство должно контролировать эти вещи. Как это сделать, не разговаривая с противоположной стороной? Это один вопрос. Для тех, кто не знает, хотел бы обратить их внимание, по данным Центра стратегических исследований, только овощей из Грузии у нас продается на 100 миллионов рублей. Только овощей. Имеет место трансграничная преступность. Несколько случаев, десятков случаев в год, когда люди совершают у нас преступления и переходят границу и скрываются в Грузии. Сотни людей в год ездят на лечение в Грузию. Как вы думаете, эти вопросы надо как-то регулировать? Надо регулировать. Их надо обсуждать в Женеве или их можно обсудить попроще на границе с теми людьми, которые имеют отношение к этому процессу? Плохо, если правоохранители общаются друг с другом в плане борьбы с преступностью. Нужно это делать или не нужно? Я думаю, нужно. А можем мы поставить вопрос? Ряд грузинских руководителей говорят о том, что они помогают нам, вот, нашим гражданам, оказывают медицинское лечение. Это здорово. Я не порицаю тех, кто ездит туда на лечение. Мы не можем им такие условия предоставить, поэтому они туда ездят. И правильно делают, наверное. Но когда грузинская сторона увязывает некоторые виды оказания медицинской помощи с приобретением грузинского гражданства, это не работает на укрепление мер доверия. И об этом можно говорить. Поэтому в зависимости от проблемы, которая существует, должен быть разный формат разговора. Если кто-то забыл, могу напомнить, это имеет отношение в большей степени, возможно, к грузинским телезрителям, которые это интервью увидят, что Россия имеет несколько веков уже свои интересы на Кавказе. Территория Кавказа или Закавказья на определенном этапе входила в состав Российской империи. И, конечно, есть ряд переговоров, в которых Россия должна принимать участие. Этот фактор надо в обязательном порядке учитывать. Европейцы, они чуть-чуть дальше, чем россияне. Американцы тем более. Поэтому все, что я сказал в интервью грузинскому телевидению, вот сейчас я вам расшифровываю. Наверняка после моего следующего вопроса от ваших сторонников последует шквал возмущения и критики в мой адрес, но не спросить об этом я не могу.
С вашим именем некоторые связывают такие выражения, как дезертирство, предательство интересов Абхазии, ставится под сомнение ваша деятельность в период Отечественной войны народа Абхазии. Скажите, пожалуйста, Аслан Георгиевич, в самом деле, где вы находились в период Отечественной войны народа Абхазии? Прокомментируйте все эти разговоры, слухи, связанные с вашим именем. Спасибо за этот вопрос. Я, пользуясь случаем, обращаюсь к своим сторонникам, чтобы они так остро на этот вопрос не реагировали. В конце августа 1992 года, в начале сентября, я выехал из оккупированного Сухума. После того, как была освобождена Гагра, мои друзья, два моих друга, этнических абхаза, которые проживали в Москве, я намеревался вернуться сразу, они меня попросили оказать им помощь в формировании гуманитарного груза 20 тонн. Тогда, если вы помните, цены росли, у них не было денег, за один день они это не смогли бы сделать, там неделю раз что-то закупалось, готовилось. Это заняло несколько недель. Опять-таки подчеркиваю, что эти деньги были их деньги, я им просто помогал. Это не богатые люди, индивидуальные предприниматели, но они решили помочь своей стране, воюющей стране. Там был сахар, мука и масло. И вот на формирование этого груза заняло несколько недель. И я с этим грузом приехал в Абхазию, и до 27 сентября 1993 года я служил в службе безопасности Республики Абхазия. Есть люди, которые это могут подтвердить. 27 сентября 1993 года я выехал за пределы Абхазии в служебную командировку. Вот такова моя биография периода войны. Все остальные истории, которые рассказывают про меня, это клевета и грязь, которую хотят на меня полить. Почему я вам благодарен за этот вопрос? Многие не знают правды. Я хочу довести свою правду до них. Рассказываю, как было. Кто хочет эту правду услышать, они ее услышат. Кто не хочет ее услышать, будет заниматься дальше грязью. У нас есть люди, которые испытывают удовольствие от того, что они купаются в грязи. Их не волнует то, что они превращаются в грязь. Это их не волнует. Это люди, которые проплачены. И, к сожалению, они будут всегда и везде. Вот такая история, так я отвечу на этот вопрос вам. Еще раз благодарю за этот вопрос. Пользователей соцсетей недавно привлек один фрагмент вашего интервью российскому агентству RTV, в котором вы говорите, цитата, «Я вырос на том, что столица нашей Родины – это Москва». Раскройте подробнее, о чем было это интервью и что для вас все-таки Родина. Я родился в 1963 году. Молодое поколение наверняка слышало, а некоторые, может быть, и не знают. Мы жили в Советском Союзе. В 1984 году я присягал вооруженным силам Союза Советских Социалистических Республик. До развала Советского Союза мы называли столицей своей большой родины город Москва. Я в этом городе учился. Именно это я имел в виду. После развала Советского Союза появилась новая реальность. Столица нашей Родины – это город Сухум, но в глубине души я испытываю такие же теплые чувства к столице бывшей нашей большой Родины, городу Москва. Если кто-то с этим не согласен, кому-то это не нравится, это их проблема. Я это сказал, и я от этих слов не отказываюсь. Хотелось бы из первых уст узнать о том, почему вы оказались в больнице в Москве в тяжелом состоянии 19 апреля 2019 года. Прежде чем начать отвечать на этот вопрос, я хотел бы поблагодарить всех, кто за меня переживал в тот период, когда я находился в Москве. Я благодарен врачам, которые оказали мне неоценимую помощь. В такой же степени я благодарен обычным людям, которые меня поддерживали. Теперь, почему я оказался в больнице? Сейчас я вам постараюсь это объяснить. Имело место внешнее токсическое воздействие, причем неоднократное, с указанием примененных веществ и интервалов времени воздействия. Тип токсического заряда – диметилртуть. Я был отравлен в апреле
2019 года. Поэтому я оказался там в больнице. Есть заключение лаборатории, Мюнхенской лаборатории, есть заключение Варшавской лаборатории. Через несколько дней после того, как я был госпитализирован, пришлось уложить в медучреждение 2 офицеров охраны с такими же симптомами, но дозировка у них была значительно меньше. Вопрос, который беспокоит очень многих, почему все-таки московская клиника не подтвердила вашего отравления? С чем этот факт связан? Московская клиника занималась моим лечением. А что она подтвердила, если не отравление? То, что я был отравлен, это ни у кого не вызывает сомнения. Теперь вопрос стоит в другом ключе. Чем я был отравлен? Носит ли это намеренный характер или нет? На этот вопрос клиника не должна отвечать. На этот вопрос отвечает следствие. Клиника лечит. У них профессия такая – лечить. А почему это произошло, кто в этом виновен, кто к этому причастен – это вопросы не клиники. 8 января 2020 года на сайте Генпрокуратуры Республики Абхазия появилась информация о том, что ими ведется доследственная проверка. В информации сообщается, цитирую, «Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия предпринимались неоднократные попытки вызова для дачи пояснений всех заинтересованных лиц, комментирующих о имевшемся якобы факте отравления Бжаня. Пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Абхазия заявляет, что большинство лиц, вызванные в Следственное управление повесткой, в том числе и сам Бжаня, для дачи объяснений по существу не явились. Вышеизложенное дает основание полагать, что весомыми аргументами, подтверждающими факт умышленного отравления Бжаня, они не располагают. Прокомментируйте, пожалуйста, данное заявление Генпрокуратуры и скажите, почему не явились ни вы, ни кто-либо другой в Генпрокуратуру для дачи Это заявление объяснения. было сделано Генеральной прокуратурой когда? 8 января 2020 года. Ну, понятно. Значит, я приезжал в Абхазию на один день, это было 18 декабря. Если мне не изменяет память, в этот день было заседание Верховного суда. Я присутствовал в зале суда, и ко мне подошел милиционер и вручил мне повестку в Генеральную прокуратуру. Вечером я улетал. Понятное дело, по известным причинам я не мог прийти в Генеральную прокуратуру. Вообще, я не хотел бы на эту историю говорить много, но коль скоро Генеральной прокуратуре все-таки интересно, у них будет такая возможность, я обязательно к ним приду, и мы этот разговор возобновим. И все, что от меня зависит для того, чтобы они докопались до истины, я, конечно же, сделаю, если это будет еще актуально для них. У них было достаточно времени для принятия ряда решений. Поэтому вы задали вопрос. Я не хотел бы на эту тему говорить, я просто так не хотел бы говорить, я вынужден был на этот вопрос ответить. Вообще факт отравления я расцениваю как определенные испытания. У меня не было врагов, у меня нет врагов, потому что я давно, в плане коммерции никаких врагов у меня нет, я бизнесом давно не занимаюсь. У меня могли быть враги, они могли появиться в моей жизни из-за моей профессиональной деятельности. Я был представителем службы государственной безопасности, я должен был от имени государства применять меры государственного принуждения. А работа у меня была такая. Но все это делалось с соблюдением буквы и духа законов. Затем была моя политическая деятельность, которая многим не нравилась. Конечно же. Были истории, связанные с моим задержанием в России, якобы наградное оружие, которое мне было выдано, я носил на незаконных основаниях. А по стечению обстоятельств, случайному, все это произошло за 2 недели до того митинга, который должен был пройти в Абхазии. Был нажим, связанный с тем, что у меня сын остался без работы, был уволен с должности вице-президента одного из банков. Была отобрана лицензия фирмы, которая принадлежала моему сыну. Все это было. Это были шаги, которые потихонечку привели к тому, что случилось. Я же не указываю, не говорю о именах и фамилиях тех, кто это сделал. Я этого не знаю. Я этого не хочу знать. Я хочу эту страницу перевернуть. Я готов, как гражданин, как человек, их простить. Хотя такие люди
Люди, которые готовы убить человека за деньги, они прощения не заслуживают. А те, кто совершал это преступление, они это делали ради денег. И заказчики в конечном итоге это делали ради денег. И исполнители. Но мне с этим жить тяжело, у меня другие дела. Каждый день думать о том, что у меня висит вопрос нерешенный, мне неинтересно. Я хочу эту страницу перевернуть. Господь Бог с ними разберется. А испытания, которые выпали на меня, ну что делать? С Божьей помощью я их выдержал. И мне вообще кажется, что все это время меня судьба ведет за руку. И все вот эти испытания, которые были, это подготовка к еще более сложным испытаниям, которые мне предстоят. Так я это расцениваю. В связи с этим считаю уместным слова поэта Евгения Евтушенко. Он писал следующее. Не надо бояться тяжелой задачи, а надо бояться дешевой удачи. Не надо бояться быть честным и битым, а надо бояться быть хитрым и лживым. По-моему, это стихотворение описывает в какой-то степени те события, которые со мной произошли в последнее время. Поэтому идем дальше, вперед. Перейдем, наверное, к самой актуальной теме на сегодняшний день в Республике Абхазия. Это тема выборов, предстоящих 22 марта сего года. Расскажите о настроениях в оппозиции в преддверии выборов. В сентябре 2019 года оппозиция объединилась перед вторым туром выборов президента. Насколько мы знаем, главным условием объединения было премьерское кресло, если можно так выразиться. А если быть точнее, премьер-министром Республики Абхазия должен был стать Александр Золотинскович Анкваб при условии, если Алхаз Сквициня победит в этих выборах. Остается ли данная договоренность в силе? И скажите, пожалуйста, какие дальнейшие шаги предпримет оппозиция? Сейчас 2020 год и новые выборы. Я нахожусь на реабилитации, в конце месяца буду в Абхазии. Конечно, я слежу за теми событиями, которые там происходят. И я, как один из лидеров оппозиции, заинтересован в том, чтобы ряды оппозиции укрепились. Мое глубокое убеждение состоит в том, что последние 5 лет были потеряны. Я не люблю говорить за глаза. Все, что я сейчас говорю вам, я готов это обсуждать с экс-президентом Хаджимба у вас на телевидении. Я буду вас просить. Я не знаю, как сложится моя судьба. Как бы она ни сложилась, я готов с ним разговаривать. Я не хочу выглядеть человеком, который критикует и не подтверждает свою критику аргументами и фактами. Все провально. Куда ни кинь, везде клин. Необходимо поднимать страну. Конечно же, есть определенное количество руководителей, сейчас работающих, руководителей, которые работали в команде Хаджимба. Их немного, но они есть, на которых можно в дальнейшем опираться. И на них мы тоже будем опираться. Мои взгляды, они изложены в моей программе. Я еще не видел программу других кандидатов. Сожалею, но боюсь, что их не увижу, эту программу, потому что никто к этому не готовится должным образом. После господина Хаджимба многим кажется, что они могут управлять страной. Так, как управлял Хаджимба, могут многие, наверное. Но население это не устраивает. Люди должны быть подготовлены. И должно быть понятно, как расставить акценты. Приоритеты народа должны быть на первом плане. Интерес народа. Личные амбиции должны отойти на второй план. Если придерживаться этих правил, а я намерен этих правил придерживаться и продерживать их на протяжении 6 лет, то ряды нашей оппозиции будут расти. Если кто-то с этим не согласен, у каждого есть право выбора. Наше глубокое мнение состоит в том, что власть во главе с экс-президентом Хаджимба стала препятствием для развития нашей страны, стала источником проблем. Хаджимба нет сегодня в качестве руководителя. Но есть люди, которые мыслят таким же образом. Они сегодня попытаются перегруппировать свои силы и каким-то образом, видимо, вернуть утраченные позиции. И, конечно же, то же самое должна делать оппозиция.
Но мы правы, за нами правда. Я готов ответить за любую цифру, за любой факт, который я произношу. Состояние дел требует того, чтобы лучшие умы, лучшие люди в стране, честные, не вороватые. Самая главная проблема в стране – это воровство и коррупция. Она порождает остальные проблемы. Убийства и все остальное. Опять-таки ради этих денег все это делается. Люди, способные решить эту проблему, которые знают, что это такое, будут в той команде, которую я буду возглавлять. Кто не хочет, не будет. Обойдемся без них. Прямой вопрос, прямой ответ. Аслан Георгиевич Бжаня планирует баллотироваться в президент Республики Да, Абхазия? Планирует, конечно, я планирую баллотироваться в качестве кандидата в президенты. Ни для кого не секрет, для того, чтобы прийти к власти, те или иные политические силы пользуются поддержкой различных политических, общественных объединений. К примеру, если оппозиция для достижения своей цели вынуждена будет объединиться с различными союзами, не возникнут ли сложности в дальнейшем во взаимодействии с этими силами? Как вы планируете дальше вести работу? Выстраивать отношения с разными политическими группами – это правильно. В этом есть определенная необходимость. Я об этом уже говорил. Принципиально важно, как они оценивают текущий момент, насколько они погружены в материал. Правильно ли мы оцениваем ситуацию, которая сложилась, и пути выхода из этой ситуации. Тогда мы можем быть вместе. Это нормальный процесс. Мы должны идти вперед, но мы должны правильно обозначать векторы с учетом того опыта, который был наработан. Практика многих лет показала, что мы привыкли к антизаконным действиям, тем или иным действиям, которые чуть ли не пытаемся узаконить. Демократическое развитие государства возможно лишь в законном русле. Конечно. Как сделать так, чтобы вернуться именно к этому пути? Какие первые, самые важные, главные шаги вы видите? Все упирается в качество государственного аппарата, в качество работы правоохранительных органов и судебной системы. Что такое государство? Государство, прежде всего, это право. Государство – это политическая организация общества на определенной территории. Организация публичной власти, которая наделена функциями управления и принуждения. Верховенство закона. У нас должно быть два Бога. Это народ Абхазии и закон. Если этих правил придерживается глава государства, руководители категории А, высшие руководители, руководители ведомств, то это станет нормой и для всех остальных тоже. Вы знаете, принцип неотвратимости наказания, принцип равенства всех перед законом – это принципы, которые должны начать работать. И, конечно, тон в этом вопросе задавать могут только руководители Абхазии. В Абхазии очень сложно что-то утаить. Страна наша небольшая. И если даже на каком-то этапе можно скрыть какую-то, скажем так, неблаговидный поступок, он вылезет. И это будет примером для всех остальных. Нельзя требовать от простых граждан быть законопослушными, если сам нарушаешь закон. Поэтому нам нужно будет двигаться в этом ключе. Мы должны ментально поменяться. Для этого необходимо предпринять ряд мер законодательных, организационных, финансовых, меры, которые нас поменяют ментально. Есть государства, есть этносы, которые в этом смысле достигли успехов. Им тоже было очень сложно, очень низкая правовая культура, но реформы, через реформы. Вот тут очень важно слово молодых людей. Вот тут очень важно, чтобы молодые люди проявили свою гражданскую ответственность. Мы сами должны обустроить свою страну, для этого нам самим необходимо измениться. Измениться – это жить по тем законам, которые нами приняты. Это безусловно должно быть. Другого пути нет. Поэтому я намерен, если от меня что-то будет зависеть, действовать именно в таком ключе.
У меня есть видение соответствующее, оно изложено в качестве нескольких документов. Я был в соавторстве с другими депутатами инициатором внесения ряда законов в парламент. Один из этих законов прошел в первом чтении, другие проекты законов пока еще находятся там без рассмотрения, но у меня не было целый год, поэтому так получилось. А это как раз-таки те правовые меры, которые позволят нам жить по закону, которые вынудят. Тут очень большое значение имеет общественный контроль. Тут очень многое будет зависеть от средств массовой информации, от того, чтобы они имели доступ, открытость публичных органов, чтобы все видели, мы поступаем по закону или нет, чтобы это стало достоянием общественности мгновенно, и чтобы общество реагировало самым острым образом на те беззакония, которые могут себе позволить публичные служащие или государственные деятели. Вот тут взаимный контроль, без этого не обойтись. Поэтому меры открытости, меры информирования населения, потом меры, которые упростят работу правоохранительных органов, упростят с тем, чтобы люди, которые нарушают закон, были наказаны. Вот тут нужна работа. И есть понимание, как это сделать. И вот эти законопроекты, они будут приняты, я в этом уверен. Будут, наверное, еще законопроекты. Процесс законотворчества должен быть продолжен. И, безусловно, это все поменяет картину. Это ключевой момент, чтобы мы жили по закону, чтобы закон мы не нарушали. Опять-таки, у нас должно быть в стране два хозяина. Народ Абхазии и законы Абхазии. Другого быть не должно. А чтобы не сложилось такое впечатление, что я жалуюсь, а все мое интервью, оно носило, возможно, излишне критический характер, критическую остроту, и сказалось, что Стахоп Керк Чачбая Винрала, Яхлов Шулахсумтан, Ассахашва Чхарада, Снызанная Асргазлаб Хаба Сурафя Варада. И Тауб Дарадза, Лана Бмаашадзаква, Ахаба Хасна, Абсент Брабахаз, и Тауб Дарадза, Успсила Хабха Ансва Хайкуршала. Табуб Хашас Хачверги Аслан Георгий Пай, Табуб Гуартула Сестара Квартака Шахов. Тауб Абзарабзала.